فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. И мы видим, как признаки конца света появляются один за другим. Наступление еще одного признака мы наблюдаем прямо сейчас. Пророк, алейхиссаляту вассалям, упомянул, что перед концом света Аллах Всемогущий начнет забирать жизни набожных людей. Праведные набожные ученые начнут уходить из жизни. Набожные люди начнут покидать этот мир и умирать. Один за другим, лучшие из лучших, самые лучшие. Один за другим, пока ты не увидишь, что рядом с тобой не осталось праведных людей. И что же останется позади? Лишь мусор. После того, как праведные люди покинут этот мир, в нем останутся лишь сомневающиеся. Люди, которые сомневаются во всем. Они будут страдать от этой болезни, умозрительного скептицизма, который не позволит им видеть хорошее в хорошем, а также плохое в плохом. Все будет оцениваться субъективно. Не будет абсолютной правды, не будет той черты, которую мы не пересекаем. Не будет такого понятия, как лимит, в пределах которого мы живем. Лимит, ограничивающий разбавление нашей веры. Лимит, в пределах которого мы готовы идти на компромисс. Не будет такой линии. Цели и устремления уподобятся движущейся мишени, так что не останется ничего от того, что мы называем таубит. Это те положения религии, которые неизменны. Они как бы высечены на камне. Неважно, в какой части света вы находитесь, в каком регионе, в каком столетии, эти столпы не меняются. Нет расхождений во мнениях между двумя мусульманами. Так вот, и эти положения также будут преданы забвению. Но будут люди, не просто сомневающиеся настолько, что перестанут видеть хорошее в хорошем и плохое в плохом. Будут такие, и в хадисах об этом сказано, кто станет считать добро злом, а зло добром. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал своим сподвижникам: «Что с вами произойдет?» Он сказал: «Что же случится с вами тогда?» В те дни среди вас распространятся три признака, три свойства. Номер один. Ваши женщины перейдут все границы и станут открыто выступать против всемогущего Аллаха. Они выйдут за пределы. Представьте себе море. Если вода поднимется выше определенного уровня, будет наводнение. Тагат — это когда вы переходите все границы, после чего начнется кавардак, цунами, и ваши женщины нарушат эту границу. Второе. Ваша молодежь, молодые люди станут открыто грешить, без стыда и страха. Социальные сети стали сегодня средством самовыражения тех, кто жаждет бесстыдно показывать всему миру свою порочную жизнь. И третье. Вы все вместе, как умма, перестанете бороться и прикладывать усилия ради религии. Люди будут бороться за работу и образование, но когда речь заходит в целом о религии как таковой, люди начнут запрашивать фетвы. Допустимо ли это? Нормально ли то? А это не слишком? А то не перебор? И так далее. И если кто-то пожертвует чем-то ради религии, внезапно все вокруг начнут жалеть его, сочувствовать. Бедная жена, бедные дети, бедный человек, он с ума сошел. Умма в целом перестанет идти на какие-либо жертвы и прилагать усилия ради довольства Всевышнего Аллаха. Когда сахабы услышали все три признака, это шокировало их. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: произойдет еще более худшее, чем это. Произойдет то, что вы перестанете побуждать людей совершать хорошие поступки. И вы перестанете запрещать друг другу совершать зло. Север станет югом, юг станет севером, правильное станет неправильным, ошибочное станет верным. И когда эта умма упадет до такой степени, что станут считать зло добром, а добро злом, станут повелевать совершать плохие поступки и удерживать друг друга от совершений хороших, когда женщины перейдут все границы дозволенного и падут на самое дно безнравственности и неповиновения Аллаху, когда дети и молодежь начнут открыто грешить, всемогущий Аллах сказал: «Клянусь,
И я пошлю такое испытание людям, живущим в те времена, что даже самые образованные и самые стойкие, самые разумные мужчины и женщины той эры не смогут придумать, как выбраться из той ситуации. Они будут загнаны в ловушку, куда бы ни пошли, и будут безуспешны в поиске решения. И сейчас, братья и сестры, буквально несколько слов о приходе Даджаля. Как было сказано, один из признаков наступления конца света в том, что уйдут праведные люди. И мы просим, умоляем Аллаха, чтобы Он не дал нам увидеть Даджаля. Но я хочу сказать, что хотя мы можем и не увидеть Даджаля, иншаллах, но мы определенно живем сейчас в эпоху, предшествующую Даджалю, эпоху, когда готовится сцена.